Друзья, мой PayPal заблокировали, а на регистрацию другого уйдет около месяца. А у нас очень много сейчас собак на излечении, которых мы готовим к операциям. И нам без вас не справиться. Поэтому пока мы размещаем вот этот PayPal. И можно свою помощь перечислить на этот PayPal. Пожалуйста, не оставляйте наших животных. Мы живем с вами в очень трудное время яростной борьбы добра со злом. В Госдуме внесены на рассмотрение поправки к закону о защите животных. Вот что говорит об этом волонтер. Тем с Валуевым обострилась. Все поправки, которые Валуев хотел протащить просто на круглый стол, внесены несколькими депутатами «Единой России» как законопроект на рассмотрение в Думу. Это уже не просто, это уже в Думе. И если сейчас, я не знаю, страна, все зоозащитники, все волонтеры не встанут, они этот закон примут. Там всего-то первое, второе, третье чтение молотком по столу и готово. Но тема в том, что если сейчас массы не поднимутся и быстро, если вот этой реакции не будет, она сейчас будет вот на этом уровне, да, вот сейчас вялом, в которой там участвуют, грубо говоря, там 30-50 тысяч человек и все. Если это не будет 5 миллионов людей, они этот законопроект примут, и мы проиграли. Поэтому все волонтерские движения на этом можно будет останавливать. Он же не просто хочет убивать собак. Там помимо этого внесенные поправки в закон стоят ограничить деятельность волонтеров. То есть если ты нашел чью-то собаку на улице, а они будут в единичном экземпляре, ты не имеешь права искать ей новые руки. Тебе за это штраф будут приходить. Ты обязан либо искать предыдущего хозяина, либо сдать ее в приют. В приюте она сидит 2 месяца и ждет своего хозяина. Если он за ней не пришел, она подлежит эвтаназии. Со щенками то же самое. Выкинули коробку 6 щенков. Понятное дело, что они ничейные. Ты их обязана сдать в отлов в приют. Если ты этого не делаешь, тебе лично прилетает штраф. Эти щенки так же, как и все другие животные, сидят 2 месяца, если на них не находятся официальные руки, официальное пристройство через приюты. Соответственно, они усыпляются. Ты даже лечить не будешь иметь права животное, которое ты подобрала, стерилизовать и так далее. Ты понимаешь, он там что написал? Там Если эти поправки примут, то все волонтерское движение будет под запретом, а бездомные лишатся и той малой поддержки от волонтеров, которая есть на сегодняшний день. Что мы можем сделать, друзья? Ждем ваших мнений. Если есть юристы, пожалуйста, советуйте, что мы можем сделать. Что вы сейчас будете по гаражам искать дешевки, что ли? Она же не агрессивна, какого ее схватить? Да, размножаться будет, для этого забирают. Надо, конечно, мать ей надо это, сейчас они поднимут из нее. Размножаться будет. Сами небось тоже размножаете, потому что лобби. Не, взяли кормящих. Эти 2 замечательных щенка уже погибали. Посмотрите, в холодном подъезде подкинули на какой-то тряпке с какой-то костью. Кто-то кинул, кто-то мог выкинуть, дать пинка, и снова пошли бы они скитаться с поломанными ногами. Как страшно они жили, выживали, были кинуты, брошены. Но ведь мы же с вами их спасли. Друзья, нам нужна помощь вот для таких бездомышей. Нам обязательно надо их спасать.
Они прилетели простуженными, у них был кашель, насморк. Вы знаете, я, чтобы не тратить время на клинике, да еще не всегда я доверяю, и не любой клинике, я взяла их к себе. Хотя мне совсем некогда заниматься лечением, потому что я много времени отвожу встречи самолетов, организации перелетов, отправки переносок и так далее. Но тем не менее, вот этих щенков так получилось, что я их взяла к себе. Под руководством доктора, который тоже болеет, лежит в больнице, я окунулась в это лечение. И так начинаю лечить щенков сама. Дожила. Вот набираю 1,2, как доктор прописал. Вот этих зайцев. Да-да, вы зайцы. Лечение оказалось успешным. И посмотрите, какие прекрасные малыши. Вот как можно было их не вывести, не вылечить или просто махнуть на них рукой. Это же удивительные дети. Удивительные, какие же они ласковые, добрые, какие же они позитивные, смышленые, умненькие. Они даже знают пеленку, знают туалет, они знают кормление по часам. Они очень голодные, но приходится кормить их дробно, кормить их часто, но понемногу. И они с пониманием принимают это, не скулят, не плачут, не требуют. Они просто принимают эти маленькие дозы еды. И, конечно же, принимают лекарства, уколы. Стараюсь вылечить. Надеюсь, что скоро мы поправимся. И все будет у нас хорошо. Друзья, смотрите, какая девчушка бегает по Якутску со сломанной ногой. Уже несколько недель она появляется то здесь, то там. Кто-то пишет посты, кто-то ее пытается найти, чтобы что, сделать операцию. Но можно ли восстановить ногу или попытаться спасти в условиях Якутска? Да и нет желающих. Друзья, давайте спасать, давайте возьмемся за нее, давайте попробуем что-то сделать с ее ногой. Вдруг нам удастся спасти и сохранить ногу. Но не обязательно же ампутировать. Возможно, нет еще некроза, и тогда бы мы успели. Но надо торопиться. Самым первым рейсом отправить в Москву. Но мне очень нужна ваша помощь. Операция будет стоить денег. Перелет тоже будет стоить денег. Ее реабилитация, стационар или передержка с медуходом тоже будет стоить денег. Очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогайте нам.